и за ее пределами. Ведь те процессы, которые сегодня происходят, они очень интересны. Например, сегодня в Москве открылся съезд Союза журналистов России. Поэтому не ограничивайтесь рамками республики. В северо-западном регионе происходит очень много любопытных вещей, политических, культурных, общественно-социальных. Интересуйтесь ими, участвуйте в них. Ваши идеи, уверенно, будут востребованы. Знаете, как писал северянин, из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Ничего для вас не должно быть преградой. Идите вперед и удачи вам на этом пути. Спасибо большое. Известный политолог, политтехнолог, журналист, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников сегодня тоже здесь, в этом зале. Поприветствуем бурными аплодисментами нашего гостя. Дмитрий Владимирович, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Очень приятно сегодня утром начинать в этой замечательной аудитории. И сегодня нам предстоит разговор о будущем, цифровая экономика, цифровое общество, шестой технологический уклад, то, в чем предстоит жить всем нам в ближайшее время. Интересно поговорить, что такое будущее в нашем представлении. Будущее не только продолженное настоящее, не только завтра, в котором мы будем жить лучше, чем сегодня. Будущее – это то, что ортогонально современности, то, что идет не по тем рельсам, по которым движется наша жизнь сегодня. Оно будет новое, неожиданное и необычное. И прекрасно, что в этом будущем мы можем говорить не только на Петербургском экономическом форуме, где выступал Ильич Путин, строить его возможно не только внутри Садового кольца в Москве, но и это актуально для таких аудиторий, в которых мы собрались сегодня. Поэтому сегодня нам всем плодотворная работа, надеюсь, будет очень интересно. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно приветствовать на Коме Земле еще одного нашего гостя из далекого Томска, Сергея Колотовкина. Движение, которое в стране родилось благодаря этому человеку из Сибири, сегодня известно во всем мире. Бессмертный полк. Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение. Большое спасибо за приглашение. История из Интукара и ваших земляков. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, сегодня здесь собрались неравнодушные люди, которые планируют заниматься и занимаются социальными проектами, люди, которые хотят улучшать городскую среду для себя, да? Люди, которые работают в медиа и нащупывают какие-то форматы, мультимедийные форматы и так далее, коммуникация с людьми. Да? Нельзя быть простым и обычным человеком, чтобы этим заниматься. Вы неравнодушны. Вам это интересно и вам, самое главное, важно. Но этот путь, реализация этих проектов, как правило, вызывает очень много вопросов, потому что многие из них новые, необычные, непривычные, без каких-то лекал конкретных технологий. И, собственно говоря, я понимаю, на сегодня на разных площадках получить ответы на какие-то ваши вопросы мы все вместе и попробуем. Со своей стороны буду рад помочь вам на площадке социального проектирования. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Викторович. Уверена, что лекции наших приглашенных спикеров будут интересны для самого широкого круга слушателей. Напоминаю, что те, кто сегодня не смог попасть на мероприятие, имеют возможность посмотреть лекции в онлайн-режиме в интернете. Трансляция будет вестись на информресурсах университета, на сайте Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина и на портале «Открытое образование». Позже университет разместит в интернет-пространстве записи лекций. Ну что ж, дорогие гости, в этом зале мы встретимся сегодня еще раз в 15:00 на подведение итогов и на закрытие республиканской дискуссионной площадки «Цифровая республика». Ну и